И на этом же совещании стало известно о том, что Минздрав рассматривает возможность строительства быстровозводимой амбулатории в столице республики. В следующий понедельник в Сыктывкар приезжают специалисты компании «Баш Еврокуб», у которых есть опыт в реализации подобных проектов. Стоимость строительства – 4 миллиарда рублей. На сегодня уже получено одобрение из федерального центра. От республики ждут заявку. Новая амбулатория позволит вернуться республиканской больнице к прежней работе. Елена Кононова расскажет подробнее. Никаких докладов, формат общения. В повестке единственный вопрос – доступность медпомощи во время пандемии. Последние месяцы записаться к узкому специалисту – большая проблема. В сердцах, говорит лидер ветеранского движения ОКОМИ Людмила Жукова. По горячей линии ответа порой приходится ждать до 1,5 часов. Трудно попасть к доктору и через портал госуслуги. А многие пожилые пациенты и вовсе не знают, как работать с сайтом или просто не имеют возможности выйти в интернет. В парламент региона регулярно поступают от жителей Коми жалобы. Люди не могут даже не то чтобы получить медицинскую помощь как такое, они не могут, начиная со звонка, дозвониться до регистратуры. Настолько все телефонные линии перегружены. А тем более в данный период, когда к новой коронавирусной инфекции еще и присоединилась грипп. То есть, как вы знаете, на этой неделе уже, в общем-то, в Сыктывкаре введен карантин именно по этой причине. Проблему со звонками министерство решает. Штаты колл-центров увеличены. В самих же больницах и поликлиниках сегодня все силы брошены на борьбу с ковидом. На плановые приемы ресурсов не хватает. В муниципалитетах, где стабильно рост заболеваемости, их и вовсе отменяют. Сегодня я созванивалась с некоторыми районами. Тревожный факт поступил с Троицко-Печорского района. Кадровая чехарда. Люди даже, некоторые перестали ходить и обращаться в поликлинику. Смена главного врача, разбежались врачи узких специальностей, очереди огромные, да и не только в Троицко-Печорском районе, и в других сельских районах. И без пандемии кадров не хватало. Сейчас же ситуация в отрасли и вовсе катастрофическая. Только в этом году из региона уехали 85 специалистов, медсестер более 200. Ведомство пытается решать проблему, активно привлекая выпускников мединститутов и специалистов, в том числе из-за пределов Коми. Кроме того, обучают студентов-целевиков, которые по окончанию должны вернуться на родину, но часть из них не исполняет обязанности. Даже те, кто закончили, пришли в специальность 38% от общего количества выпускников. Причины: 19 специалистов не исполнили обязательства по договору о целевой подготовке. Еще одна задача – нужно разгрузить республиканскую больницу. Сегодня все отделения лечат только от одной болезни – ковида. При этом врачи теряют свою квалификацию. Решить проблему можно только строительством новой амбулатории, причем быстро возводимой, говорит руководитель Минздрава Коми. Такой опыт, к примеру, есть в Башкортостане. 13 декабря в Сыктывкар приезжают специалисты компании «Баш Еврокуб». Я с коллегами из Минстроя ездил в Башкортостан, посмотрели пример таких госпиталей. Пример: за 55 дней возможно построить, когда все навалились, госпиталь такой. У коллег работает госпиталь на 435 коек. Нам, чтобы не перекрывать Коми республиканскую, нужно 800 с лишним мест. Цена вопроса – 4 миллиарда рублей. Федеральный центр предварительно сумму уже одобрил. Сегодня ждут заявку от региона. Медико-техническое задание есть. Остается определиться с участком под застройку, подходящий по улице Воркутинской в районе аэропорта. Профильный руководитель уверяет, все вопросы постараются решить оперативно. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.